прическу выполняем в такой последовательности. Выделяем волосы по краевой линии роста волос. В теменной, височно-боковой, затылочной зоне. Оставшиеся волосы собираем в хвост. Тщательно расчесываем, собираем в хвост. Затем начинаем от теменной зоны. В теменной зоне выделяем прядь. Небольшую прядь. Таким образом. Наносим восковой гель. И начинаем формировать прическу. Делим на двое. Завязываем узел и начинаем делать такие кольца. При этом стараемся делать их, чтобы они размеры были одного размера. Подправляем. Где волос пушится, слегка наносим восковой гель. Он придает гладкость, блеск волос. Здесь скрепляем шпилечкой временно. Так, переходим к следующей прядке. Также делим на две части, наносим восковой гель. Делим на две части, выполняем такой же узел. И здесь немного отличается тем, что мы должны будем одну прядку продевать через колечко, которое мы сделали, вот таким образом. И завязываем его в узел. Далее такой же последовательности. Стараемся делать одного размера. Так, выполняем теменную зону в первую очередь. Затем, после этого, приступаем к выполнению именно таких же кольц в нижней затылочной зоне. Так, хвост соберем для того, чтобы он нам не мешал. Закрепим его шпилечкой. Выделяем тоже от середины прядь. Небольшую прядь. Делим его на двое. Делаем узел. И в такой же последовательности. Так, закрепили. Затем следующую. Таким же образом. На две части. И здесь, так же как в теменной зоне, начинаем пропускать одну сторону через колечко, как бы его закрепляя. Таким образом. Берем следующий. Так, после того, как выполнили затылочную зону, таким образом, мы обязательно соединяем затылочную зону с теменной зоной. То есть берем прядку последней, пропускаем через кольца затылочной зоны вот таким образом и через кольца теменной зоны, как бы их скрепляя. Таким образом выполняем до
конца. Затем, после того, как мы сплели с теменной зоной, затылочной зоной такой вид плетения, мы начинаем, снимаем резинку с хвоста и соединяем полностью все прядки, которые мы заплели, кончики пряди, в единый хвост и закрепляем его резиночкой. Таким. Берем часть пряди и обязательно скрываем резинку. Вот таким образом. Наматываем вокруг резиночки прядку. Вот таким образом скрывается. И скрепляем его шпилечкой. Вот таким образом. После этого мы переходим к оформлению прически. Выделяем небольшие пряди. И в данный момент я решила, например, сделать форму кольц. Например, формирую форму кольц, которые фиксирую шпилькой. Могу сделать с одного хвоста несколько колец. Обязательно в начале, в первую очередь, я начинаю, например, раскладку с раскладки пряди. То есть, бывает иногда форма головы различная бывает. Поэтому бывает, что сделать прическу и раскладывать букли, во-первых, не по форме головы, делать слишком мелко при большой окружности головы, делать мелкие букли. А если, например, маленькая форма головы, например, некоторые мастера делают огромные и совсем не смотрится. Поэтому вы, выполняя прическу, обязательно должны учитывать форму головы. И я считаю, как бы для этого необходимо в первую очередь сделать раскладку пряди. А затем уже делать слои. Первый слой прядок, второй слой. Таким образом сформировала я причесочку. Каждый мастер, выполняя какую-либо прическу, обязательно должен иметь свою фантазию. Вот. Теперь переходим к оформлению декоративного оформления прически. В данный момент я могу в эти кольца поставить розочки. Вот таким образом. Розочки можно подобрать по цвету платья, можно сделать разнообразных цветов именно.